Как давно я этого не говорил, но дарю всем баксы, а с вами Хэтэй Макс. Я вот решил выбраться в Алмату этим летом, наконец-то отдохнуть как нормальный человек, и решил это все записать на камеру. Посмотрим, что выйдет, запланировано кое-что интересное, поэтому приятного просмотра. Не, подождите, сейчас, подождите. Дайте хоть раз в жизни сказать такое. Сегодня в выпуске! Доброе утро, народ. Первый день практически. Это второй день формально. Первый день, когда буду ходить, гулять и много снимать. Посмотрим, как это выйдет. Сегодня планируется много чего. Парки, сады и Чимбулак. Доброе утро, YouTube-Сити. В Алматы сейчас 8 часов утра, поэтому доброе утро, наверное, все-таки Алматы, а не YouTube. Второй день, по сути дела, вчера чисто был такой день для освоения, попробовал метро. Сейчас я в парке Первого Президента, и здесь, господи, здесь красиво. А самое главное, знаете что? Бам! Горы! Посмотрите на это, горы, господи, горы. Красота какая. А нет, вы посмотрите на вот это. Оу! Живописная природа. Несомненно, просто вот... Ой, и запах здесь хороший. Я человек, который любит много ходить, так что меня этот парк более чем устраивает, короче, во. Stay tuned, еще много чего будет интересного. Парк неописуемо красив. Ну честно, если, блин, жить где, ну... Мне кажется, мне просто лучше жить там, где горы. Не просто потому, что в них можно уйти и пропасть. Ну, блин. У нас в городе нет гор. В других городах, где я был, гор тоже нет. Ну, исключая Шымкент. Но, блин, здесь все как-то по-домашнему. Как-то по-душевному. Рекомендую вам посетить обязательно парк. Здесь очень красивые виды на горы. Вокруг зелень. Очень много цветов. Очень много цветов, очень тихо, особенно утром, свежо. А чего больше вам нужно? Что еще вам нужно для того, чтобы посетить это замечательное место? Мне кажется, больше, в принципе, ничего и не нужно. I've seen you somewhere such a long, long time ago, but I don't know when.
your beautiful face and hair that I think I really touch sometime. It's all so familiar. You don't have to say nothing, nothing to explain. I feel the same sweetness just like before. You may have been my true love. God only knows where we came from. Хорошо в этом парке, ну правда. Так хорошо. Вот, просто очень красиво. Без лишних слов. Уходить отсюда не хочется. Я, кстати говоря, скорее всего, еще не все посмотрел. Там есть какой-то сиреневый сад. Вот. Может быть, увижу сиреноголового. Ладно. Господа мои уважаемые, я вот что вспомнил. В 2017 году, ровно 5 лет назад, я был в Астане на выставке Экспо 2017. Экспо у нас в стране проводилась впервые, и в принципе это пока что единственная Экспо в нашей стране. Я записал много материала, но до монтажа так и не дошло. Потом я подумал, что уже поздновато будет выкладывать ролик про 17 год в 2018 году. Ну и собственно я сейчас такой стою и думаю, блин, там тоже есть кадры. Правда, знаешь, качество видео, скажу тебе честно, будет в 10 раз хуже. В 10 раз хуже будет видео в итоге выглядеть, но от этого не менее интересно. Я там маленький совсем, очень даже весел. Я и сейчас, конечно, маленький, и одновременно старый, но вы посмотрите на эту бородочку. Кстати говоря, похоже. Если вдруг хотите, пишите в комментариях. Я все читаю. Скажите, давай, сделаю. Отмонтирую, посмотрите. Кстати говоря, еще оцените музыку в этом ролике. Я использовал музыку только Марии Такеучи, как хотите. Просто с этим есть небольшая история. Изначально не хотел никакую поездку планировать. Думал даже вернуть билеты. Причем тут Мария Такеучи? Как раз таки в полночь я нарвался на список, который составлял ее песен, которые можно просто послушать. От которых грустно, от которых, так знаешь, энергично, драйвово. И те, которые идеально подойдут для влога. Я начал переслушивать список песен для влога. И черт побери, у меня такие картины выстраивались в голове. Я сел и начал планировать маршруты. В голове представлял, как я это все буду снимать, как будет сменяться ряд под эту музыку как раз таки. Я надеюсь, меня не страйканут. Япония. Но в любом случае, спасибо как раз таки ей. Этот ролик выходит благодаря ей. Я еду в Алмату благодаря ей. И, в принципе, просто хорошая японская певица. Фанат навсегда. У нас с детства появляется какой-то некий страх общества, что ли. Когда я ехал в поезде, я боялся элементарно просто встать и лишний раз дойти до туалета, простите меня, или достать еды и просто начать кушать. Почему она так работает, я вот понятия не имею. И тогда я пришел к одной мысли. Фразу «ты живешь в обществе» нужно понимать так, что ты среди таких же, каким являешься и сам. Я ухожу с парка с морем позитивных впечатлений. Горы, горы, горы. Это было круто. Блин, никогда бы не подумал, что так сильно мне нравятся горы. Они как бы сами по себе красивые, но чтобы так, ну блин. Классно. Я ухожу с парка первого президента. Море позитивных впечатлений. Ельбасы, спасибо хотя бы за этот парк. А вообще, сейчас погодите одну минуточку.
А вообще, я сегодня собирался на Большое Алматинское озеро. Но, как оказалось, во-первых, в этом году у них ремонт, а во-вторых, в одиночку туда ездить лучше не стоит. Группой я ездить не люблю, тем более, извините, я для вас видео записываю. Мне все-таки кажется, что они какими-то душевненькими выходят из-за того, что я хожу один. Я могу в любое время остановиться, поснимать сколько хочу, поговорить сколько хочу. В общем, полная свобода действий. А когда ты в группе, ну, это немножечко неэтично каждый раз держать группу. Как тормоз. Поэтому сегодня вместо БАО, Большого Алматинского озера, пойдем на гору Чимбулак. Вообще, Алматы для туристов очень хорошее местечко. Поэтому, если вы вдруг другой страны и думаете, в какой же город первее всего поехать в Казахстан, езжайте в Алматы. Вы вот не ошибетесь уж точно.今見つめ合う目と目時の流れを越えて結ばれるため二人はここにいるの雲一つない空へ鳥は羽ばたき幸せの歌声とそよぐ風に包まれてまだ見ぬ明日へと旅立つの手を重ね合い誓う二人とあの愛を突然のキスや熱い眼差しで恋のプログラムを狂わせないでね出会いと別れ上手に打ち込んで時間が来れば終わる Don't hurry Многие заявляют, что в Алмате очень плохо с экологией, очень плохо с воздухом. Но, блин, по сравнению с моим родным городом, он, в принципе, начинает уже бить рекорды по плохой экологии, но здесь воздух чище. И не пыльно, что самое главное. В Семее, например, прям пыли очень много. А тут я, видимо, еще не видел час пик, я еще не видел пробки, я еще младенец совсем. Жизни не видал. Жизни алматинской не видал, получается. Пока все хорошо. С экологией, ну, супер. Честное слово, прям обилие мусора я не вижу. Я порой иду и думаю, а почему нельзя вот у нас в городе так сделать? Почему нельзя сделать такой красивый парк, насыщенный различными деревьями, чтобы там животные обитали? Площади достаточно. Я как бы знаю ответ на этот вопрос, почему нет, но, блин, очень бы хотелось, конечно, чтобы и у нас такое было, но, видимо, Алмата, на то и Алмата неповторима в этом плане. Ради этого сюда и приходят обратно. Снова и снова. 懐かしさの一歩手前でお土産の苦い思い出に言葉がとって
бровки. Эть. Вот. Не пугайтесь меня. Хотел сказать, я свой. Буду быковать, буду свой. Блин, горы. Типа... Горы! Горы! Я как маленький ребенок просто. Очень... Я очень счастлив. Неподдельной радости. О, Медео. Да? Ага. А я, оказывается, рано вылез. Тугис, собака такая. Ну ладно, ничего страшного. Дойду сейчас, может, пешком до Медео. Только зачем, тоже вопрос хороший. Или сразу на канатную дорогу. Продемонстрировать хотел, да. О, канатная дорога. Куда-то вон ту степь, короче, уходит. Ага, и, короче, я это... Веселый я, веселый. Очень веселый. Чембулак, вон туда, 6 километров. Каток, 400 метров. Алматы, разворот назад. Вы не видите, да и отсюда, в принципе, через камеру я не смогу передать. А чё я не видел в Медео? Кстати, интересный факт. Егор Летов был в Алматы. И у него есть фотография с Медео. Вот, ищите. Ищите, вот этот факт теперь у вас в голове. Он не выйдет. Если вы знаете Летова, то, блин, он здесь был. Он здесь был. Don't disturb 閉ざされたドアの中だけが私になれる場所ここであなたが見せる優しさに偽りはないけどどうして寂しい夜明けの足音近づいてくると何もかもまるでなかったようにシャツを着る愛しい背中眺めるの私より本当 Здравствуйте. Кушаю в горах Алматы. Пришел сюда, чтобы покушать. Настоящий казах. Вот бишбармака не хватает. Эть. Ну красота же, согласитесь. Ну, неописуемо, но честно. Я, конечно, может быть, покажусь не очень эмоциональным человеком. Сейчас, подождите, я вас это... Девочки, я вас уронил. О! Угу, красота. За ваше здоровье. Билет туда и обратно мне обошелся в 3000 тенге. Дело такое, что я оплачивал через QR. У меня молодежный, потому что я вхожу в возрастную категорию. Я не мог вывести QR через Хомбанк. Мне, получается, пришлось купить билет назад. Билет в один конец стоит 2000 тенге. За 6000 тенге. Хотя мог за 3000. Я такой сижу, думаю, блин, это немножечко бессмысленно. Почему? Здесь на своеобразно контрольно-пропускных пунктах люди проверяют, оплатили ли вы проезд. Билеты проверяют. Ладно бы, если бы проверяли только когда ты поднимаешься. Но их проверяют еще тогда, когда ты их спускаешься. Я считаю это все же бессмысленным. Почему, тоже объясню сейчас. Обратно проверяют, купил ты билет туда-сюда или купил билет в один конец. Если второе, то тебя не пропускают, если первое, то пропускают. Этого можно было бы избежать, если бы ввели только билеты туда и обратно. Например, когда вы в городе, вы же не всегда с одной конечки до другой конечки доезжаете. Иногда бывает, что вы проезжаете 3 остановки, 5, 7, 10, ну, может быть, 20. И что вы едете с конечки до конечки, или эти злосчастные 3 остановки, вы платите одинаковое количество денег за проезд. Собственно, в чем проблема было ввести и здесь единый платеж? Туда-обратно, один билет. И зато, когда вниз по фуникулеру едешь, то там уже без проверок. Просто по очереди все будут спокойно, не предъявляя никаких билетов, проходить. Если все сделано для людей, то в чем проблема? Я не вижу проблемы. Вот на такую меня мысль натолкнула. Вот в окружении такой живописной и красивейшей просто природы Алматы.
Даже вот что скажу. Красивейшие природы Казахстана. 話したいいつの日か遠い想い Ну, красота же, ну серьезно. Сейчас я еду домой. Сейчас я еду домой, завтра увидимся со знакомыми, с друзьями, со старостой. У нее завтра днюха. Увидимся. Увидимся и с вами. До завтра. Кстати, ремарочка. Ботанический сад не работает по техническим неполадкам. У меня даже наличкой не приняли деньги за билет. Ну да, всё. Больше информации нет. Давайте, все. До завтра.